Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Идут работы по восстановлению Бедийского храма. Жители улицы Зеленая села Дзыкута получили долгожданную воду. Просмотр мультфильма на абхазском языке с последующей развлекательной программой подарила компания Амобайл детишкам детского сада «Звездочка». В Женеве состоялся 60-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Абхазскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Иракли Тужба. В ходе очередного раунда абхазская сторона вновь акцентировала внимание на необходимости подписания юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы. К сожалению, деструктивная позиция грузинских участников не позволяет приступить к полноценной работе над документом, и этот ключевой вопрос повестки дня продолжает оставаться открытым. Участники встречи отметили необходимость начала процедуры делимитации и дальнейшей демаркации абхазо-грузинской границы, что будет способствовать обеспечению безопасности на местах. Абхазская сторона подтвердила свою заинтересованность в возобновлении работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал. Проведение следующего 61-го раунда международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 25-26 июня. 347 проектов на сумму более 100 миллионов рублей одобрили члены конкурсной комиссии по реализации ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства на 2024 год. На заседании комиссии, которое прошло под председательством министра сельского хозяйства Беслана Джоупа, всего было рассмотрено 500 заявок по животноводству, растениеводству, механизации и переработке сельхозпродукции. Комиссия и участники группы изучили проекты на соответствие заданным требованиям и критериям отбора, по результатам чего и были приняты решения. Заявки поступали от действующих предприятий, ферм, крестьян и жителей сел, занимающихся сельхозпроизводством. Идут работы по восстановлению Бедийского храма. Заказчиком является УКС. Работы проводит подрядная организация «Строймонтаж-2» за счет средств республиканского бюджета. Сметная стоимость проекта более 8 миллионов рублей. Сдать объект планируется в этом году. На месте работ побывала наша съемочная группа. Репортаж Лауры Капш. Вот уже более 3 месяцев, как идут восстановительные работы в Бедийском храме. Они были начаты с замены кровли, поскольку она протекала, была в очень плохом состоянии. Вместо старой специалисты собрали фальцевую кровлю, преимуществом которой является легкость, герметичность, долговечность. На сегодняшний день эти работы полностью завершены. Уже приступили к восстановлению купола и его цилиндрической основы. Однако эта задача не из простых, поскольку конструкция не сохранилась, и строителям придется создавать ее заново. Так как купол находится в аварийном состоянии, был подготовлен проект, по которому на сегодняшний день в Краснодаре из металлоконструкции собирают купол, его производят сперва, потом собирают, разбирают обратно, присылают сюда, и уже здесь собирается на месте и монтируется уже на сам храм. Также здесь сзади храма, если вы обратили внимание, построен навес со стеллажами, который будет обшит с 3 сторон тоже фальцем. И там будут лежать камни небольшие. Годами фасад рушится, и вот отпадает от фасада, и будут складывать их там, потому что здесь, вот когда приезжали туристы, кто-то забирал камень, увозил с собой, сталкивались с такими случаями. И вот все будет сложено там. Спереди будет закрыто решеткой, красивой решеткой, и чтобы люди могли приезжать, смотреть, и там будут какие-то таблички,
ознакомливаться, что это, откуда. Также сейчас готовят металлические входные двери. Всего их будет 3. На площади перед храмом окрашены столбы под освещение. И совсем скоро начнут протягивать электрический провод. Заказчиком является УКС. Работы проводит подрядная организация «Строймонтаж-2» за счет средств республиканского бюджета. В этом году планируется завершить купол тоже. По проекту на производство вот этой металлоконструкции для купола необходимо 2-3 месяца. После уже они отправляют сюда и уже как бы дальше будут здесь монтировать. Но вообще планируется все завершить в этом году. А касаемо стоимости сметная стоимость более 8 миллионов. Стоит отметить, что храм будет восстановлен в абсолютно первозданном виде. Единственное, купол подвергнется изменениям. Он сохраняется полностью. Я должен сказать, что нюансы, которые были, все сохраняются, кроме, значит, купола, который не может быть сделан из тяжелого материала, блоков, не удержит, потому что там несколько трещин, и архитектурный надзор не позволит нам, значит, заменить материал и сделать его исключительно каменным. Надо из легкого материала, но облицевать мы будем так же, как Бедийский храм. Бедийский храм – ценный памятник архитектуры Абхазии. Он был возведен в конце X века при царе Баграте III в честь Влахеренской Богоматери. Должен сказать, что один из первейших храмов по всему Закавказью, то есть по территории соседней республики, хронологически на первом этапе это такой первый опыт, при котором царский проект был, значит, реализован, воплощен, и стал он образцом архитектуры последующего времени. Этим он и ценен. Ну и дальше он не просто памятник, это целый комплекс. Там есть и другие храмы, в том числе, значит, царская приемная, гостиная и так далее. Другие сооружения, там родник, отдельно колодец. Ну и необследованные, еще не найдены памятники на территории, потому и заповедник. Там есть необследованные. Значит, был найден, значит, место добычи камня облицовочного, тоже относится к нему по технологии. Храм состоит из 4 подкупольных устоев, апсиды, алтаря и прилегающих боковых помещений. Снаружи и внутри стены храма облицованы гладкими серо-желтыми песчаниковыми плитами. С внешней стороны восточная стена украшена большим резным крестом. По результатам проведения, значит, археологических раскопок были найдены следы еще 2 храмов предшествующих. Да. Этот храм Бедийский, ныне храм, он был перенесен, считается, из Гудавы. Назывался он в греческих источниках Зиганис, Гудава, это где в советское время военный городок находился, значит, царем Багратом. Но до этого времени здесь уже были построены 2 храма юстиниановского времени, 6 века нашей эры, то есть за 400 лет до появления. То есть место было намоленное, культовое, и царь Баграт, согласно церковных экстезисов 9 века, комментарии указывают, что царь Баграт перенес из Гудагвы в Агубедию и пожаловал жителей нескольких деревень, то есть сел, чтобы они там служили, эти молящиеся, что это было бы общинным при царском, значит, таком культовом, значит, значительном памятнике. В Бедийском соборе богослужения не ведутся, только по праздникам здесь проводят молебствия. В основном храм используется как экскурсионный объект, поскольку это святое место притягивает к себе сотни туристов. Казалось бы, архитектура без каких-либо изысков, но она завораживает и заставляет восхищенно любоваться ею вновь и вновь. Обитающая в воздухе энергетика воодушевляет и придает силы. Может быть, дело в том, что данному сооружению больше 1000 лет, и многим просто хочется прикоснуться к тому, что пережило много веков и впитало в себя дух времен. Лаура Капш, Амра Зарандия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. 5 аппаратов для майнинга изъяли на таможенном посту ПСО сотрудники ГТК. За рулем автомобиля, незаконно перевозившего аппараты, находился гражданин Абхазии Кварча, который ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Материалы дела были направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии. По информации ГТК, за последние месяцы попытки провоза аппаратов для извлечения криптовалюты на территорию Абхазии участились. В качестве меры реагирования на ТП ПСО была усилена работа по их выявлению на этапе таможенного досмотра автомобилей. Граждане России Сергей Грачев и Виктория Ложкова обвиняются в незаконном приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта наркотиков в особо крупном размере. Все подробности в оперативной съемке МВД.
Гражданам Российской Федерации Грачеву Сергею Сергеевичу 1991 года рождения и Ложковой Виктории Евгеньевне 1985 года рождения предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления на территории Республики Абхазия, незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта, а равно сбытия наркотического средства, совершенной группой лиц в особо крупном размере. За осуществление данных тайных закладок денежное вознаграждение какое вы получали? 500 долларов. Еще раз? 500 долларов. 500 долларов за всю работу или за одну закладку? 500 долларов. Каким образом они у вас оказались? Вы где-то В Сочи. в Сочи. Какое мобильное приложение вы использовали в осуществлении данной работы? Всегда. Кто был вашим координатором и непосредственным куратором? Никита. Еще раз? Никита. Никита. Последние были задержаны в результате совместно реализованных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД и уголовного розыска Сухумского районного отдела внутренних дел в селе Гумиста, когда следовали на автомобиле по Бзыбскому шоссе. Впоследствии при осмотре автотранспортного средства сотрудники милиции изъяли коробку с заизолированными свертками. 6 свертков, обернутые в серую и белую изоляционную ленту. Можете объяснить, что это за свертки, что в них находится? Наркотическое вещество. В какой цели оно у вас? Храните, перевозите? Для совершения тайниковых закладок. Каких? Тайниковых закладок. При вскрытии в данной свертке обнаружен полиэтиленовый пакет. Он находится порошкообразное с кристаллическими вкраплениями вещество белого цвета. По факту задержания вышеназванные граждане в установленном законом порядке были подвергнуты процедуре личного досмотра, в результате которого у Сергея Грачева изъято 10 заизолированных свертков с наркотическим средством мефедрон, что установлено в экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел. Аналогичного вида свертки в количестве 14 штук были изъяты при личном досмотре гражданки Ложковой. Уже расфасованное наркотическое вещество для последующей реализации женщина хранила в своей ручной сумке и в кармане носимой куртки. Уважаемые понятые, обратите внимание, внутри данного свертка обнаружено светлое вещество. Где вы приобрели данное вещество? В Сочи. А с какой целью вы перевозили? Чтобы их тут разложить. А с кем вы приехали? Как его зовут? Согласно исследованию, изъятое у Виктории Ложковой вещество является наркотическим средством мефедрон. Уже подготовленные в тайных местах закладки также были изъяты сотрудниками милиции в ходе обследования участков местности в селе Каман Сухумского района, где Грачев и Ложкова побывали до момента задержания и успели реализовать наркотическое средство. 3 свертка подготовил к продаже гражданин Грачев. Также на 3 места указала гражданка Ложкова. Общая масса наркотического средства мефедрон, изъятого у Грачева и Ложковой в результате личного досмотра из мест ранее сделанных ими закладок, а также из автомобиля, на котором задержанные передвигались на территории Абхазии, составляет порядка 243 граммов. Обвиняемые содержатся под стражей. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении последних в соответствии с пунктом В, частью 3 статьей 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит следственная группа отдела внутренних дел по Сухумскому району. Жители улицы Зеленая села Дзюктан получили долгожданную воду. На протяжении 60 лет сельчане не просто испытывали трудности. Здесь водоснабжения не было никогда. Заветная мечта сбылась благодаря совместной работе главы села и администрации Сухумского района. Почему в селе сложно было наладить водоснабжение и как удалось решить проблему, расскажет Шазина Ханагуа. Каждый день жители улицы Зеленая села Дзюкта начинали с поисков воды. Единственным выходом был сбор дождевой воды в бутылки и фляги. Иначе ни еды приготовить, ни в доме убраться. Сельчане давно привыкли держать так называемый стратегический запас. Расходовали его крайне редко. И так 60 лет. Вот это селение воду не имело. Слава Богу. И эмоции. Как женщина понимает, где и когда вода нужна, наверное, никто не поймет. Не верится никому из нас, что кран откроем и каждую секунду не будем закрывать, чтобы это
не жалеть, что бассейн заканчивается или питьевая заканчивается. То, что пока что в бассейне есть, невестка говорит, мама, жалеть не буду, трачу как хочу. Благодаря главе администрации, в частности Вовы Казарян, вот дело как-то с мертвой точки сдвинулось, вот, за что мы очень благодарны. Честно сказать, даже не верится, что на сегодняшний день мы можем пользоваться водой. Очень тяжело было. Я помню, моя мама бедная стирала на роднике белье, и вот таким образом, значит, очень много труда составлял этот весь процесс. На этой улице проживают 12 семей. Жители разводят скотину. Однако в таких условиях ухаживать за животными, огородом и садом было крайне сложно. Надежда, что вода все-таки появится в домах, не покидала сельчан. И вот спустя полвека проблему удалось решить. Неделю назад жители получили долгожданную питьевую воду благодаря совместной работе главы села и администрации Сухумского района. Мы очень довольны от них. Мы сколько лет здесь жили, воды не имели. Благодаря их, в общем, потянули водопровод. Сейчас так что у нас должен нормально. Это, можно сказать, неописуемая радость была не только для меня, конечно, но для всех жителей. Это на самом деле за 60 лет, конечно, вот столько было и просьб, и это самое, как бы это все было, Следует отметить, что на этой улице водопроводной системы никогда и не было. Протянуть воду из города было сложно из-за труднодоступности мест. Искали пути решения проблемы, говорит глава села Ваграм Казарян. Была изучена территория, и в итоге пришли к тому, что водопровод следует провести через лес и ущелье. С этой идеей глава села обратился к Алхасу Читанава. Проект был одобрен и получил поддержку. Почему у них не было воды 60 лет? Это единственное то, что я дал импульс всем и администрации, и жителям, что есть лазейка, где можно протянуть воду, протянуть через горы, а не через город, где ждали воду. По финансовым каким-то причинам нельзя было протянуть воду с города сюда, потому что не хватало давления, и очень большие ресурсы нужны были финансовые, чтобы провести этим людям воду. Додумался я, как можно провести воду через горы, через леса, через пропасти. И когда сказал жителям, пришел, собрал их, они, конечно, не поверили, прошли по маршруту, посмотрели, померили и решили и поняли, что да, на самом деле есть место, как протянуть воду. И после этого обратился я к главе администрации Читанава Алхасу Зауровичу с просьбой, рассказал ситуацию, что вот есть вариант, как протянуть люди воду. Он тоже был очень удивлен, что почему раньше можно было так протянуть, никто до тебя не додумался. В течение месяца необходимые трубы были доставлены. Далее специалисты Сухумского водоканала и сельчане приступили к работам. В течение 15 дней водопроводная система была проведена. Трубы проложены через 3 ущелья, а берут свое начало с насосной станции по улице Вавилова в Киласуре. Изначально вообще была проделана громадная работа. Почему? Потому что с точки А в точку Б, чтобы вода пришла, нужно было пройти 3 ущелья, громадных ущелья. Это не секрет, что у нас тут гористая местность, глубокие ущелья. Было сделано 2 воздушки, где-то метров 120, 1 воздушка и метров 50, чтобы труба прошла между ущельем. Это все тросами было привязано, все. Так что работа была сделана громадная. Острая проблема жителей улицы Зеленая села Дзыкута решена. Теперь в планах сельчан плодотворно заняться сельским хозяйством, построить теплицы и выращивать различные культуры. Шазина Ханагу, Заур Кварча, Абхазское телевидение. В Сухумской средней школе номер 2 прошел конкурс исследовательских работ среди учащихся начальных классов. Конкурс проводится ежегодно Управлением образования администрации города Сухум. Оценивала работы юных исследователей профессиональное жюри. Как проявили себя юные исследователи и кто из них подготовил лучший доклад, расскажет Ульяна Рожкова.
Таким замечательным танцем юные школьники открыли конкурс исследовательских работ. В мероприятии приняли участие 14 детей из разных школ. Такие конкурсы проводятся среди учащихся ежегодно. Дети приобщаются к науке, приобретают новые знания. У них появляется самостоятельность мышления, развиваются навыки исследовательской работы. В этот раз школьников оценивало жюри, в которое вошли главные специалисты образования столицы. Активное участие приняли наши дети. Практически все школы принимают участие с начального звена. Есть дети, которые даже в 3-х классах изъявили желание исследовать определенную тему. Разные темы, как вы сегодня видите, это знание языка, эпос, нартовский эпос. Дальше, помимо всего этого, абхазские народные инструменты дети исследовали, выезжали за пределы города, выезжали к своим предкам, к дедушкам, к бабушкам. Дети рассказывали то, что они хотят исследовать. На самом деле у них это получилось. Одной из интересных работ, представленных на конкурсе, стала исследовательская работа Соломеи Ломи, ученицы средней школы номер 5. Школьница рассказала о национальном абхазском костюме, побывала в селе Кутол в гостях у семьи Джинджолия. На конкурс она привезла кинжал, который передается в семье из поколения в поколение. Как поделилась Соломея, в течение выступления она нервничала, но с особым интересом и удовольствием представляла свою работу. Мне нравится исследовательская работа, мне очень сильно понравилось. Я учила, это то, что я взяла тему, она мне очень сильно понравилась. И она была совсем легкая для меня. Темы своих работ юные исследователи искали самостоятельно. С помощью родителей и педагогов они провели исследования и рассказали о них. По словам педагога и завуча абхазского сектора в средней школе номер 3 Елены Чачхали, такие конкурсы проводить необходимо, выбирая несложные, но полезные и поучительные темы. Дети выбирали их сами, опять-таки я говорила, одна девочка, Сабо Марси, она выбрала тему еще в прошлом году во 2 классе, но так как она не владела навыками, письма, чтения особо, и в этом году она решила ответить на свой вопрос. Этот вопрос звучал, почему именно так названы месяца. И в итоге она разобралась, нашла короткую информацию, и на уроке труда мы в классе, используя ее информацию, решили сделать маленькие календарики. То есть она не только сама для себя нашла информацию, но и поделилась ее со своими товарищами. И теперь наши дети знают, как и почему названы эти месяца. Все дети проявили себя и показали хорошие знания по выбранным темам, а отличившиеся удостоились наград в виде медалей. Так, самыми лучшими работами были признаны доклады Даны Тарпа, ученицы 3-й средней школы, и Максима Гигая, ученика 14-й школы. Вторые места заняли Айнар Таня, ученик средней школы номер 3, и Тодоров Андрей, ученик 7-й школы. Ульяна Рожкова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Совсем недавно компания Амобайл анонсировала старт нового, интересного и важного направления работы – дубляж мультфильмов на абхазский язык. Популярный детский мультсериал «Три кота», озвученный на абхазском языке компании Амобайл, доступен к просмотру на канале Апсуамульт. Просмотр мультфильма с последующей развлекательной программой компания Амобайл подарила детишкам детского сада «Звездочка». Рада Тючава расскажет подробнее. Детский смех бесценен, не просто заразителен, он вселяет надежду. Причиной заливистого смеха десятков юных дошколят из детского сада «Звездочка» сегодня стал просмотр любимого мультфильма «Три кота» на абхазском языке. Праздник, полный искренней радости, детям подарила компания Амобайл. Калаккачейн хонинцуан, коржик хазыктыз тиск, ямон яраяша компот, уртра шейцбык карамелька. Яруба сарахайн хон, илахчухуй сирути сарервисча. Коржик карамелька компот. Хацкук. Ай, усоп! Хацкук! Совсем недавно компания Mobile анонсировала старт нового, интересного и по-настоящему важного направления работы – дубляж мультфильмов на абхазский язык. В рамках проекта был создан отдел аудиопродакшн, специалисты которого реализуют полный цикл озвучивания – от перевода текста до непосредственного накладывания звука. Ну, сам проект
аудиопродакшн, у нас так называется. Он только-только зарождается, но сейчас вот у нас уже, можно сказать, что есть понимание того, что это работа надолго и важная работа. И у нас есть как бы и ресурсы, и большое желание для того, чтобы проделать работу, которая, так скажем, будет способствовать и помогать развитию, популяризации абхазского языка. Популяризация абхазского языка, без сомнений, важнейшая цель всего масштабного проекта компании Mobile. Теперь подрастающее поколение получит возможность наслаждаться любимыми мультфильмами на родном языке. Погружение в языковую среду со столь юных лет должно поспособствовать бесценному делу – распространению и сохранности абхазского языка. Идея, она возникла от того, что вообще как бы проблема абхазского языка у нас остро стоит, и все как бы там разные структуры занимаются какими-то своими делами, да. Здесь вот образовалась команда, которая может какой-то свой вклад, пусть небольшой, но внести, чтобы как-то популяризировать абхазский язык. Сам процесс озвучки на абхазский язык мультфильмов – это ответственная работа. У нас большое количество людей. Это звукорежиссер, режиссер, актеры дубляжа и актеры, которые сами озвучивают роли. Запуск канала мультфильмов на абхазском языке, по словам руководителя отдела по связям с общественностью компании Mobile Астандыч Кадуа, собрал множество положительных отзывов. Сохранение и распространение абхазского языка, его популяризация среди подрастающего поколения – актуальный вопрос не только в нашей республике, но и за ее пределами. Абхазские диаспоры в Турции и России также проявили большой интерес к проекту. Теперь мультфильмы на абхазском языке доступны не только абонентам Ахом и жителям Абхазии, но и детишкам по всему свету. Весь контент можно посмотреть с любого уголка мира на сайте ahom.biz. Мы запустили канал Апсуамуль достаточно скромно, не планировали о нем громко говорить, хотели собрать обратную связь от людей, послушать, что они скажут, интересно, неинтересно, какие будут отзывы. Но, к нашему большому удивлению, на следующий день после тихого запуска канала посыпались звонки и сообщения о том, что это очень интересно, что людям нравится, детям нравится. Начали поступать к нам запросы от нашей диаспоры в Турции и в Москве. Они тоже хотели смотреть канал, но так как он был до этого доступен только на территории Абхазии, мы сели с командой и стали думать, как дать доступ всем желающим вообще во всем мире смотреть мультики, озвученные на абхазском языке. Мы придумали такое решение. Теперь на сайте ahom.biz есть вкладка, которая называется Апсуамульт. Таким образом, наш канал открыт и доступен всем как внутри Абхазии, так и за ее пределами. На данный момент озвучено уже 20 серий всем известного мультсериала «Три кота», но планируется продолжать работу и дальше. Для нас это новый рубеж и новая победа, которая направлена на популяризацию абхазского языка. Мы очень рады, что наш проект откликнулся, что людям понравилось, и сегодня детям тоже нравится. Озвученные мультфильмы получились очень интересными. Мы сами с удовольствием смотрим и надеемся, что и дальше наша работа будет приносить такие же положительные отклики у людей. В детском саду «Звездочка» собрались родители и дети, чтобы посмотреть мультфильм вместе, поиграть с приглашенными аниматорами, посмеяться и повеселиться. Теперь, благодаря проекту компании Mobile, родители могут быть спокойны. Их дети будут с радостью изучать язык и погружаться в языковую среду вместе с любимыми героями. Линда Шанава – мама 3 детей, которые очень любят смотреть мультики. И, по ее словам, рады возможности слышать родную речь в полюбившихся мультфильмах. Очень всем интересно, я слышу даже некоторые, которые не понимают мамы, они включают иногда мультики. Даже все равно дети должны знать абхазский язык, должны видеть, слышать, конечно. Они больше будут запоминать, когда видят, слышат только на абхазском. Главные зрители, для которых и старается компания Mobile, конечно же, дети. При выборе мультфильмов сотрудники компании прислушивались именно к ним. Весело и смешно. А вот в этом мультике тебе какие персонажи понравились? Карамелька. Почему? Потому что она как я красивая.
Понравился. Кто? Карамелька. Почему? Она девочка. Согласно множественным исследованиям в области лингвистики и признанной мировой практике, просмотр мультимедийного контента способствует эффективному усвоению языковых навыков. Потому проекты, подобные этому, особенно важны для сохранения абхазского языка. В планах у команды А озвучивание еще 20 серий мультика «Три кота», других не менее известных и любимых детьми мультфильмов, а также популярных фильмов и сериалов, которые заинтересуют и старшие поколения. Рада Чачава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 6-7 апреля на территории Абхазии в субботу местами возможен слабый дождь, в воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью 7-12, днем 13-17 градусов тепла. Температура морской воды плюс 13 градусов. На этом информационный выпуск Амшукшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.